эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Министр просвещения России Сергей Кравцов направил приветствие участникам августовского совещания в Якутии. Какие темы обсуждаются на пленарном заседании? Новый этап в отношениях Якутии и Беларуси. Первая партия товаров прибыла по железной дороге в Нижний Пестях. До начала отопительного сезона в Алданском районе осталось всего 2 недели. С какими трудностями столкнулись коммунальщики? Узнаем подробности. В Якутске полным ходом идет ремонт здания «Бригантины» под молодежный центр «Патриот». Что ждет молодых якутян на 3000 квадратных метров? 100 бегунов, 100 километров, 1 чемпион. Якутск принимает чемпионат России по легкой атлетике. Половина участников – представители республики. Министр просвещения России Сергей Кравцов обратился к работникам образования Якутии. Запись напутственной речи была показана на сцене главного мероприятия всей отрасли пленарного заседания участников августовского совещания с главой республики. И именно это событие определит дальнейшую судьбу системы образования не только региона, но и всей страны. Тем продолжит Саргалана Неустроева. Около 500 участников собрало пленарное заседание с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это и представители системы образования, и представители власти, и даже духовенства. Мероприятие является флагманом августовского совещания, ведь всех этих людей объединила одна цель – принять резолюцию, а вместе с ней и обозначить новые задачи. И здесь хочется обратиться к словам министра просвещения России Сергея Кравцова. Внедряя новое и сохраняя традиции. Именно такое напутствие прозвучало для участников заседания. В свою очередь, глава республики озвучил и ряд проблем, которые сегодня укоренились в якутской системе образования. Среди них низкое качество обучения в регионе. Айсен Николаев отметил лишь небольшую положительную динамику в сокращении количества выпускников, не получивших аттестат. Это очень показательный пример того, что позитивные изменения только подчеркивают глубину общих проблем. Очевидно, что успехи поступальников, успехи олимпиадников – это скорее победы отдельных школ, отдельных педагогов и их учеников. Были и другие замечания. Впрочем, задача заседания заключается еще и в том, чтобы отметить победы. Так, в ходе мероприятия государственными наградами были отмечены лучшие специалисты. Среди них учитель биологии Саха-политехнического лицея Галина Зарубина. Профессии педагог отдала целых 44 года жизни, но признательность за свою награду она адресовала ученикам. Это труд всего коллектива, с которым вот я работаю уже 44 года. Это все мои ученики, потому что без учеников учителя нет, ну и, конечно, родители. Те слова, которые сегодня прозвучали, конечно, они все реализуемые. Конечно, задачи поставлены очень важные, большие, и я думаю, что учительству есть над чем работать. Действительно, резолюция совещания не ставит невыполнимых задач. Это доказывают итоги прошлогоднего мероприятия. Тогда, к примеру, необходимо было увеличить количество обучающихся по профильному образованию. Сегодня планка была достигнута, и даже более. Мы поставили задачу увеличить до 60%, достигли 64%. То есть, иными словами, сейчас наши старшеклассники, дети 10-11 классов нашей республики, они обучаются по профильному обучению в старших классах, ну и по востребованным экономике профессиям. По подсчетам Министерства образования региона, участие в программе совещания в этом году примут порядка 3000 специалистов. Впереди у них около 80 мероприятий. По сути, новый учебный год уже начался, только не для детей, а для учителей и педагогов. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Якутск получил в подарок от Сбербанка автомобиль для высадки крупных деревьев с готовой корневой системой и высотой до 5 метров. Сегодня в торжественной обстановке ключи от спецтехники вручил управляющий якутским отделением Сбер Олег Бугай главе республики Айсену Николаеву. Машину поставят на баланс Якутлесресурса, она будет задействована при озеленении столицы.
В Якутске сейчас реализуется концепция, предусматривающая высадку кустарников и деревьев. Но пока они вырастут, должно пройти не одно десятилетие. Благодаря новой спецтехнике крупные деревья будут радовать жителей, гостей города не в далеком будущем, а уже сегодня. Сегодняшнее решение, которое Сбер передает, позволит, я думаю, увеличить скорость оформления парка, потому что машина позволяет пересаживать именно взрослые деревья диаметром 22 сантиметра, что, соответственно, ускорит приживаемость и повысит качество жизни, уверен, и красоту наших городов. Это, наверное, самая очень такая важная история. В Сбере тоже есть опыт. Мы используем подобную технику, используем, правда, в центральной части России, на Алтае, в Крыму. Это будет первый опыт северный. Я думаю, что уверен даже, что все у нас получится. Мы тоже возьмем себе библиотеку решений, данный кейс, и в этом ключе сможем дальше принимать участие в такой экологической повестке по другим регионам. Исторический момент в развитии торгово-экономических отношений Якутии и Беларуси. Сегодня на станции Нижний Бестях разгружают первую партию товаров, доставленных по железной дороге. Подробности далее. Сегодня на погрузочно-разгрузочном терминале станции Нижний Бестях прошла погрузка на автомобили заказчиков контейнеров с товаром, доставленных напрямую из Республики Беларусь. Глава Республики Арсений Сергеевич Николаев поставил нам цель и задачу обеспечить прямые поставки от товаропроизводителей до Республики Саха-Якутия. Мы в конце июля месяца открыли представительство железных дорог Якутии. Уже наладили контакты с предпринимательским сообществом. Ну и во взаимодействии с Белорусской железной дорогой и транспортными компаниями, партнерами обеспечили первую доставку контейнеров в нашу республику. Рабочая группа республики под руководством постпреда Якутии Андрея Федотова 3 года работала над торгово-экономической и транспортно-логистической связью между Якутией и Беларусью. Это первая ласточка, 2 первых контейнера с продуктами питания. Ну и это, я считаю, начало большого пути такого взаимовыгодного прямого сотрудничества 2 республик. Контейнеры прибывают в московский транспортный узел, где есть станция «Столбовая», принадлежащая компании «Железные дороги Якутии». С этой станции контейнеры прибыли за 11 дней. И сегодня мы с гордостью заявляем, что получили наши первые контейнеры в целости и сохранности. Мы благодарим компанию «Железные дороги Якутии» и Якутское контейнерное агентство и планируем в дальнейшем взаимовыгодное сотрудничество. Эффективная доставка товаров белорусских производителей с созданием оптимальных условий для встречных грузопотоков внесет новое дыхание в экономику республики. Власий Сергеев, Анатолий Гоголев, Нижний Бестях. Остается 2 недели до начала отопительного сезона в Алданском районе. Как готовятся коммунальщики к зиме и с какими трудностями сталкиваются, узнавал Руслан Павлов. Глава Алданского района Александр Шестопалов инспектирует объекты тепловодоснабжения на предмет готовности к началу отопительного сезона. Лично убедиться в результатах процесса заставляют обстоятельства. Теперь полная ответственность за прохождение отопительного сезона лежит на плечах главы района. С 1 июля образовано муниципальное унитарное предприятие, которое стало основным поставщиком тепла в районе. Организация создана 1 июля. Всего лишь 1,5 месяца как работает. Но за это время мы хотя бы вникли в проблемы, которые есть по теплоснабжению наших населенных пунктов на территории Алданского района. Всем известный теплоэнергосервис, который долгие годы был генеральным поставщиком тепла в районе, после завершения концессии свернул свою деятельность, оставив в наследство скромный багаж производственных активов. Для нормальной работы новому муниципальному предприятию, которому оставили историческое имя теплоэнергосервис, нужна техника и оборудование. Да, они когда уходили, оставили нам 13 единиц техники. Вот сейчас мы производим ремонт техники, вводим их в эксплуатацию. Дополнительно закупили еще 2 «Газели». Сейчас заключили контракт, лизинг на приобретение 3 погрузчиков. 2 погрузчика у нас перешли от старого ТЭС, мы их ремонтируем. С людьми повезло больше. Коллектив старого ТЭСа удалось сохранить почти в полном объеме. Благо большинство сотрудников – местные кадры. Главное, что остались специалисты технического профиля. Коллектив у нас слаженный, профессиональный. Стараемся успеть. Вот в этой в неразберихе. Будем стараться.
в принципе, должно быть все хорошо. Кадровый потенциал позволил алданским коммунальщикам подготовить объекты к новому отопительному сезону. На основных теплоцентралях произвели замену котлов, провели ревизию оборудования. Производим сейчас ремонт по всем котельным. Уже в большинстве котельных ремонт произведен. Произведена вся ревизия насосного и тягодутьевого оборудования, смазка подшипников, замена подшипников. Крупные ремонты у нас идут на котельной центральной. Мы здесь производим капитальный ремонт второго котла, практически всю трубную систему меняем. И на котельной РМЗ также второй котел ремонтируем, меняем трубную систему. Болевым вопросом пока остается уголь. Незначительные запасы топлива на складах есть, но нужны гарантии на поставку в процессе отопительного сезона. Здесь необходима поддержка правительства республики. Договор был, конечно, с министром и с правительством о том, что в случае подготовки с нашей стороны документов проволочек не должно быть. Мы надеемся на эти деньги, потому что без их мы можем поймать ситуацию 15 октября. В целом район будет готов к началу отопительного сезона, который по распоряжению главы района начнется 8 сентября. Ну а коммунальщики обещают, что будет тепло. Руслан Павлов, Алдан. В Якутске продолжаются ремонтные работы в здании «Бригантины», где до конца текущего года расположится молодежный центр «Патриот». На площади порядка 3000 квадратных метров будут размещены несколько пространств для молодежи. Подробности у Даяны Федоровой. В здании будущего молодежного центра ремонтные работы ведутся без выходных. В настоящее время строители приступили к штукатурке. На объекте трудится порядка 10 человек. После штукатурки начинаем работы по стяжке полов, то есть выравниваем цементом. Дальше звукоизоляция потолков и стен и полов. Все по графику. Материалы уже закупаются, некоторые закупились. В здании «Бригантины» молодежный центр будет расположен на 2-м и 3-м этажах. Помимо молодежного центра будут расположены и другие организации. По зданию проведено очень много мероприятий, которые были направлены на стабилизацию грунтов, оснований здания. Вот. Ну и здание простояло около 10 лет. Приобретая здание, мы приняли решение, чтобы в ближайшее время надо вдохнуть жизнь. В центре будут размещены несколько пространств для молодежи. Ремонтные работы планируют завершить до 1 декабря этого года. Мы планируем в середине декабря, либо в конце декабря уже сделать официальное открытие. Оно всем понравится по-любому, потому что мы переформатировали вообще наше мероприятие по открытию и будем его в качестве такой именно праздничной и образовательной такой в сфере мы сделаем такое мероприятие. Ожидается, что обновленное пространство откроет новые горизонты для молодежных инициатив и станет важным центром для будущих поколений. Даяна Федорова, Иван Саркаумов, Якутск. В этом году в Мирном огласят список домов, жильцов которых расселят в ближайшие 5-летия. В городе более 200 домов носят статус аварийный. В основном деревянные многоэтажки. Но одно из строений на улице 40 лет октября может разрушиться раньше официального сноса. Здание стало погружаться в землю после майского пожара в одной из квартир. Подробности в сюжете коллег. Это наши новые жильцы, которые приходят в комнату, расселяются там, пьют спиртные напитки, там лежбище у них есть, да, буянят, а с утра они собираются и уходят. Вот ждут сейчас своего часа. Отбиваться от желающих заселиться в аварийное жилье, не желающим проживать в нем – дело привычное. Обитатели 43-го дома на улице 40 лет октября уверены, если бы существовал конкурс на худшее жилье, они бы стали его победителями. Дом хранит богатую историю. Ночь 24 на 25 мая мы спали. Одно время сын у меня старший проснулся, по нужде. И получилось, и он говорит, что-то, говорит, дымом пахнет. Мама, говорит, просыпайся, с папой вместе нас разбудил. Мы вышли, все было в дыму. Мы не могли понять, где этот дым. На первом этаже деревяшки замкнула проводку. Пожар охватил одну из жилых квартир рядом с общей душевой комнатой. Чтобы добраться до очага и потушить его, огнеборцам пришлось прорубить окно и повредить некоторые стены в поисках источника.
Из-за того, что деревянные перекрытия стали разламывать все комнаты наверху тоже, чтобы проверить, есть ли дальше воспламенение какое-то. Так как дом деревянный, он может тлеть долго, поэтому вот они все это стали рушить. Жилец сгоревшей квартиры переехал, жилье перестало быть жилым. Однако желающие заселиться на освободившиеся квадраты быстро нашлись. Вскрыли бомжи, отогнули металл и спят там сейчас в данный момент. То есть в любой момент они могут там устроить пожар тоже. Пока жильцы оправлялись от страшного пожара и знакомства с новыми соседями, дом одолела еще одна стихия. Получается, у нас случился пожар в мае месяце. И был сильный пролив водой. В связи с этим, и под зданием находится вода. Вот у нас засыпали, насыпь сделали и засыпали, получается, ров. И вода стала аккумулироваться вся вот под зданием. За счет этого у нас произошел вот этот вот обвал угла, где находится узел ввода. Угол дома, где располагался общий санузел для женщин и детей, стал постепенно погружаться в землю, оставив после себя широкое окно в цивилизацию, которое увеличивается каждый день на глазах у жильцов. А из-за пролива канализации под домом сгнили сваи. Черновой пол обрушился. Жильцам пришлось вернуться в средневековые условия и обзавестись ночными вазами. Последние наши стены. С накоплением паводковых вод жильцы дома сталкиваются не в первый раз. Об этом говорит стена, красочно расписанная плесенью. Несколько лет мирнинцы боролись с грибком и вызывали скорую из-за приступов удушья. Летом черная плесень – яд, а зимой – лед. Но этот бой люди проиграли. Пришлось искать другой дом, пока в собственном растет новая жизнь. Управляющая компания собственными силами сейчас пытается восстановить то, что разрушено. В дальнейшем будет все это осмечено и выставлено администрацией на получение субсидий по выполнению данного ремонта. Сейчас задача сотрудников городского сервиса – подготовить дом к отопительному сезону. Они частично восстанавливают сваи, укрепляют стены, утепляют дом к холодам и решают, как поднимать черновой пол. Однако есть и другой путь. Комиссия управления ЖКХ может признать здание непригодным для жизни и переселить мирнинцев в маневренное жилье. Одна беда – еще 200 домов в Мирном аварийные, и жилья для таких маневров пока в городе нет. Елизавета Седых, Александр Заднепровский, медиакомпания «Алмазный край». Илтумен Якутии может собраться на внеочередную сессию. Повод для этого – чрезвычайный скандал, который разгорелся после распространения в средствах массовой информации. Фрагменты интервью заместителя председателя фракции «Новых людей» Александра Иванова. В беседе с турецким блогером Джемом Кыраном он заявил, что жители республики якобы мечтают о независимости Якутии. Заявление вызвало огромное возмущение у жителей республики, а ряд народных депутатов направили обращение к спикеру Государственного собрания с требованием провести внеочередное заседание, чтобы дать оценку его скандальным высказываниям. С инициативой выступили лидер фракции ЛДПР Гаврил Парахин и член «Единой России», Герой России Александр Колесов и Николай Бугаев. Такие высказывания идут от недостатка исторического образования, грубо нарушают этику народного депутата Республики Саха-Якутия и подрывают авторитет высшего законодательного, представительного и контрольного органа республики. И такие высказывания, они очень больно бьют по авторитету нашей республики, тем более, когда идет специальная военная операция. Хотим, чтобы парламент высказал свое мнение по поводу поведения данного депутата. Мы считаем, что решение может быть оформлено как на сессии законодательного собрания, так и решением мандатной комиссии нашего парламента. Слова Иванова вызвали неприятие у представителей всех парламентских фракций в парламенте. Заместитель председателя ЛТУМЭН, первый секретарь Якутского РСКома КПРФ Виктор Губарев обратился с заявлением к министру внутренних дел республики, чтобы против его коллеги, депутата Александра Иванова, возбудили уголовное дело по экстремистской статье. От своего сопартийца уже публично отреклись новые люди. Лидер политического объединения Алексей Нечаев назвал его предателем и потребовал исключить из фракции. Однако решение о членстве депутата до сих пор не вынесено. Представители партии, как отмечают журналисты, не выходят на связь. Отметим, если решение о заседании примут, это будет второй случай за этот год, когда депутаты ЛТУМЭН обсуждают и осуждают высказывания Александра Иванова. Ранее комиссия по этике рассматривала его резкие заявления в стенах ЛТУМЭН на июньской сессии парламента.
Южная Якутия готовится к Дню шахтера. В Нерюнгринском районе это главный профессиональный праздник, который отмечают почти в каждой семье. Наш следующий сюжет о молодом специалисте, который продолжает славную династию угольщиков. Андрей Виншо работает на угольном разрезе Нерюнгринской компании «Кутуголь» 15 лет. Свою профессию выбрал еще в детстве. Перед глазами всегда был достойный пример отца и деда, которые по 30 лет посвятили любимому делу. Дед у меня здесь работал, начинал освоение здесь. Первый ковш с крыши поднял. После него отец тоже сюда устроился. Работал на колесной технике, ну и на бульдозере работал. Отработал где-то в пределах 30 лет. Династия Виншо в Нерюнгре известна не только благодаря своим трудовым достижениям и профессионализму, но и тем, что дед героя сюжета Валентин Карлович в 1976 году поднял символический первый ковш породы на месте строительства тогда еще нового большого разреза. И сейчас Андрей продолжает дело своих родителей, внося значимый вклад в развитие своего предприятия и всей угледобывающей отрасли. Про своего сотрудника Андрея Юрьевича могу сказать, что неоднократно проявлял инженерные мысли по поводу отработки угольных горизонтов, что в целом привело к повышению производительности и выполнению планов по добыче угля. За все годы работы у предприятия накопилось немало наград и достижений. Сплоченность и высокий профессионализм позволили коллективу внести весомый вклад в развитие промышленного комплекса страны. А богатые трудовые традиции по-прежнему являются прочным фундаментом для дальнейшего развития компании. Поздравляю с наступающим Днем шахтера, желаю счастья, здоровья и успеха. Якутск впервые примет чемпионат России по легкой атлетике на дистанции 100 километров. На старт выйдут около 100 спортсменов, половина из которых представит республику. Как готовятся к грядущим соревнованиям хозяева чемпионата, расскажет Камила Михайлова. Ежедневные тренировки выносливости, силы и духа. Сборная команды Якутии проводит заключительный этап подготовки к ответственному старту. Спортсмены отмечают, что в тренировках особое внимание уделяют дисциплине. Набираем объемы, выполняем скоростные работы. Ну, самое главное, конечно, дойти до старта без травм. Очень важно соблюдать режим питания, режим разминки, заминки. Обязательно перед забегом нужно размяться, растянуться. Следим именно за своими суставами, за своими мышцами, чтобы они всегда были в покое и не было перенапряжения. В мире якутского спорта стайер Александра Маеда знает каждый. Он является победителем американского ультрамарафона на дистанции 50 километров при температуре воздуха минус 50 градусов. Бегун-экстремалист ставит перед собой самые высокие цели. У меня есть цель выполнить норматив мастера спорта международного класса именно на 100 километров. Но в этом году тоже попробую, как получится. Трасса покажет. 100 километров – экстремальная дистанция. Такое расстояние опытные бегуны преодолевают в среднем за 10 часов. Помимо хорошей физической подготовки перед стартом важно хорошо психологически настроиться, отбросив все лишние мысли. Когда ты бегаешь, ты ни о чем не думаешь. Ты просто смотришь время, часы, километраж, поскольку бежишь, и свое самочувствие контролируешь, и все. Чемпионат России состоится 30 августа. Эти соревнования станут не только важным этапом для профессиональных спортсменов, но и ярким событием для любителей бега, поскольку в рамках чемпионата пройдет забег «Олонхо-марафон» на различных дистанциях. Камила Михайлова, Станислав Потапов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.